Сегодня мы открываем новую рубрику. Это было недавно, это было давно, в которой будем обращаться к страницам истории Якутска уже новейшего времени. У нас же люди, живущие в Якутске, вообще не знают историю, даже вот современную историю, не говоря уже о той истории. Работал я у Журбина в бригаде, мы сделали, опять же, единственное в Якутии, у нас была комплексная бригада, то есть мы делали все виды работ. И сваи ставили, и стены делали, и отделочники были. Бригада была 125 человек. По методу Травкина Николая Ильича мы работали. И меня избрали председателем всей этой бригады. Но я был уже опытный товарищ, мне было целых 25 лет. Задача была, как каменщика, пришел, когда сюда надо искать. То есть наша бригада занималась, всем. Конкретно наше звено строило это пождепо. Сколько каменщиков не было, я и у меня там подсобника было, вот эти кирпичики все я и клал. Большая площадь. Трын, с рулеточкой. Ты рисуешь, так. Через 2 дня верхом на квартиру, сделанная твоими руками практически. Мы тогда кирпичом работали и такой гипсолит был. То есть 80 миллиметров толщиной и 80 на 40 такие размеры, белые такие плиты. Гипс это делался тоже у нас. Гипсовый завод был в районе сегодняшнего хлебокомбината. То есть вообще строительный комплекс был очень здорово развит. Чтобы понимать масштабы такие. То есть вот 10 тысяч свай стоит под этим зданием. От 12 до 18 метров. То есть мы видим тут буквально надводную часть, да? Надводную часть, да. Когда мы уже половина почти была свай поставлена, уже ставились колонны, стены, и вот там, где оказался непроработанный геологами криопек. То есть ребята наши сверлят дырку, опускают свай, она куда-то делась. Что делать? И вот тогда, кстати, начали сначала ставить 18-метровую, то есть 12-метровую сваю, к ней приварили еще кусок, вот это все опускали, но где-то могли это, где грунты держали еще, а вот где это был криопек, пришлось это делать большой котлован, выбирать всю эту шнягу, по-русски говоря, делать мощную бетонную плиту, и уже в эту бетонную плиту ставили карандаши, как мы их называем, потом засыпали, и вот дальше начали строить. То есть это, конечно, грандиозная стройка, но попробуем сейчас зайти вовнутрь, пройти по цеху. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что, с камерами идете? А это наш музей «Моя Россия». То есть я им говорю историю того, как я работал на стройке, начиная с 1976 года, что мы построили. Говорю, и вот венец, так сказать, нашего большого дела, это вот ДСК. Сейчас вот мы там по свае зашли, говорят, единственное, самое большое в мире здание на сваях, 10 тысяч свай. Какой сейчас объем ДСК строить домов в среднем? В среднем, у нас по 2020 году мы ввели около 40 тысяч квадратных метров. В этом году поменьше, у нас где-то 15-20 было. Стараемся около 30 тысяч кубов в год делать. Это, в принципе, половина от нашей мощности. У нас 70 вообще проектная мощность производства 1000 кубов в год. Сейчас где-то мы перспектива вообще ДСК остается? Так скажем, есть где еще работать, можно загружаться. Тем более мы сейчас еще работаем на северные улусы вот этой новой серии своей, так скажем, в кавычках новой серии. Также идет панельное домостроение, просто там идет не трехслойная панель, однослойная, и уже под любой фасад вентилируемая, она пригодна. То есть, в принципе, вот этот комбинат нельзя останавливать вообще, потому что вот в него нельзя загнать ни одно производство другое. То есть мы не можем производить здесь там самолеты и так далее. То есть мы можем только делать строительную индустрию. Останавливаться нельзя, это точно, да. Опасно для жизни. Но мы зайдем там, пройдем. Конечно. Все, давайте, до свидания. До свидания. Сейчас вы зайдете в сказку. Страшную сказку.
эта наружная панель точно. с балконом, который стоит на кухне. Но имеется в виду, что трехслойная панель, вот сейчас подойдем, можешь, это минплита, то есть бетон, минплита, бетон. Это для утепления, да? Да, да. Ну, то есть там стоит полистирол, а снаружи делается уже... Слушай, а вот это вообще материалы якутские? Вы говорили, что в Якутске куча всяких полезных ископаемых. А вообще бетон делается из якутского песка? Нет, мы его привозим из Краснодарского края. Подожди, а минплита? Тоже делается в Якутске. Ну, в Массагалохе. Наши, Конечно, конечно, конечно. Вот, чтобы понять его размеры. Там вот отдел качества, то есть проверяют всегда. Подожди, ДСК это вот огромное такое помещение без каких-то... Вот эта часть, где мы сейчас стоим, это там туда засыпается песок, цемент, вода, это все вот так вот бурлится, и потом и выливается, что называется, бункера. Ну, есть смысл идти туда по заводу? Если у нас ничего не упадет. Делается, заливается, и потом там опять пропарочные камеры, все это Но сушится. это более мелкий. Ну да, внутрь. То есть там у нас уже открытый склад холодный. То есть там уже на улице грузятся панелевозы и везут на площадку. Я спрашиваю, что это такое? Вот люди вот живут в этих домах. Я говорю, что это такое? Дом. Все? Вот эти. Я говорю, внутри хоть раз были? А что, можно? 76-й год, вот, первая. То есть мы ее весной начали, к Новому году уже закончили. Строил это главстрой. Кстати, здание мэрии, это вот первое семиэтажное здание, это в 75-м году построено. А в 76-м году мы вот этот первый дом дали. И вот там вот этим билбордом закрыты цифры. 1976, это вот я со своим, я был подсобником, потому что мне было всего 16 лет, но тем не менее я был каменщиком, а мой наставник, он как раз эти циферки ложил, клал. Это был первый жилой дом, в котором был лифт, естественно, все катались на этом лифте. Параллельно мы строили второй дом, и вот в 76 году до зимы мы выложили 5 этажей, потом нам сказали, все, тормозите, стену будем класть только летом, но в теплое время. И мы вот заканчивали уже в 77 году его. Третий, в том же 77 году, то есть мы строили где-то примерно 2-2,5 этажа в месяц. А технология вообще была... Да мы единственные, кто на вечной мерзлоте строит такие дома. Я понимаю, что на вечной, но там хоть в Сибири такие дома уже строились? Нет, в Сибири, наверное, строились, но нигде же нет вечной мерзлоты и свай, кроме нас. Вот этот магазин тканей, это уже и вот, кафе «Катюша» назывался, это круглое, которое сейчас в Хачапуре, это мы уже в 82 году строили. То есть это вот кирпичные, прямо вот так стояли и выкладывали по кирпичику? Объясни мне, как А дилетант. внутри еще вот такой толщины стена, 80 сантиметров. Сначала ставится эта стена. Нет, все кладется, сначала облицовка, вот эти вот, пол кирпича называется, Так. а потом все остальное 80 сантиметров. Тоже кирпичами? Ну, или блоками, или кирпичами, ну, а как? В одном кубе, сейчас помню, 360 кирпичей. Мне надо было, ну, то есть, когда я уже был каменщиком, 12-этажку мы ложили полностью из кирпича. Мне надо было в день положить, ну, хотя бы куба 3-4. Это значит 1000 кирпичей, да? Это минимум, да. Они снились потом? Не. А блоками мы там делали 12-15 кубометров, то есть там, ну, на самом деле профессия каменщика очень тяжелая. И такая она, ну, будем говорить просто так, вот
то, что Ну, сейчас вообще люди- называют каменщиками, это не каменщики, это так. Это укладчики. Укладчики в полблока там какую-то фигню. А вот здесь вот, да, надо было систему перевязки и так далее, и так далее. Ну, в общем, так интересно. Мы же работали в минус 50, а нам останавливали краны. То есть краны уже не могли работать, а вы могли. Да. То есть у нас был внизу растворный узел, где грелся песок, вода. Это все смесь готовилась и подавалась на наверх такой тепленький раствор. И ты вот, пока это не замерзло, быстренько должен работать. Эй, дик-дик. А руки в чем были? Перчатки и верхонки, все. Больше ты одной рукой должен кирпич брать. То есть правая у тебя кельма, левый кирпич. Двумя руками кирпич брать нельзя. Ты не сделаешь норму. Да, кстати, тут вот эти очень некрасивые балконы. Ну, это вот такая стекловолокно, ограждение. То есть оно металлическое ограждение, снаружи вот эти некрасивые. А по проекту на каждом балконе нарисована была такая большая ромашка, ну то есть они таким в шахматном порядке. Ну вот как-то То есть потом их закрыли или их не было. Там вообще профлист повесили, то есть вот это вот отступление от проекта Почему? было Потому что, всегда. как обычно, денег не хватило к концу на ромашке. А, ну да. Ничего не могу сказать. Когда мы этот дом строили, здесь стоял старый дом, ну, в котором когда-то жили люди. Это сейчас все это 19 век, потом все это снесли к ядрине матери. То есть это был, конечно, старый город. Рядом здесь, вот где сейчас забор вот этот, здесь стоял другой старый дом, в котором был винный магазин. И тут, конечно, так веселуха была. Вот вы же строили, получается, на месте снесения, ничего не нашли ценного. Или тогда это было неинтересно? Нам это нафиг не надо было. Ну, то есть, это сейчас как бы. Как-то мы без жалости эти дома все сносили, сжигали. Кстати, магазин юбилейный, где стоит на проспекте, на его месте стояла первая поликлиника. Да, та знаменитая. Да. Я был одним из последних ее клиентов, то есть пациентов. Вот, и буквально там через несколько дней ее подожгли. То есть ее специально сжигали, была пожарники, то есть они Стояли, так да? стояли, да. Безопаснее, да. Но вообще очень много сжигали. То есть старые дома тоже зачастую их не разбирали, их сжигали. Сейчас смотришь на это, думаешь, ну блин, там настолько было все мощно, такие классные бревна, наличники, и там, и наверняка где-то можно было найти какие-то артефакты. Ну да, сейчас, да, Это сейчас, так сказать, задним вот. умом, да.